Всем привет! С вами Бишкек24. О самых важных и актуальных новостях за неделю расскажу сегодня я, Диана Бикмурзаева. Минувшая неделя началась с хороших вестей. Так стало известно, что кыргызские спортсмены примут участие на чемпионате мира в Норвегии. Об этом сообщила Федерация борьбы в социальных сетях. Всего поедут 15 спортсменов, среди них Айсулу Тыныбекова, Мерим Джуманазарова, Айпери Медеткызы и многие другие. Напомним, чемпионат пройдет со 2 по 10 октября. 21 сентября прошло заседание Жогорку Кенеш, где депутат Ахыл Кемелов предложил запретить работу Яндекс.Такси и создать отечественное приложение. Причиной этому является неуплата налога сервиса такси. По словам нардепа, миллионы сомов уходят мимо казны. Всю выручку получает лишь компания, и пользы для страны оно не приносит. Как альтернативу он предложил обязать таксистов, работающих по иностранному сервису, платить патент. Какая судьба ждет Яндекс.Такси, остается под вопросом. Мы решили спросить горожан и гостей нашей столицы, как они отнесутся к такому ходу событий. Что из этого вышло, можете посмотреть у нас в инстаграм-странице. А теперь к новости современного транспорта. В стране, возможно, появятся электрички и электропоезда. Кыргызстан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в сфере электрификации железной дороги, а также обновления парка подвижного состава Кыргызской железной дороги. Финансирование пройдет в рамках сотрудничества с инвесторами. И к новостям мирового уровня. Накануне президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с видеопосланием на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава государства затронул несколько ключевых тем, касающихся как Кыргызстана. Это сотрудничество между горными государствами, а также была затронута проблема экологии в мире, инвестициях и перспективах сотрудничества иностранных инвесторов с Кыргызстаном. Говоря о денежных потоках, стало известно, что Азиатский банк развития выделит Кыргызстану $80 миллионов для поддержки усилий по диверсификации экономики Кыргызстана. Данная программа поддерживает проведение реформ, которые повысят торговую и инвестиционную конкурентоспособность и будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. В Бишкеке прошел полумарафон на разные дистанции. В забеге участвовали все желающие, начиная от спортсменов, заканчивая и любителями. Так особенным участником стал мэр города Айбек Джунушалиев. Вместе со своими коллегами он пробежал 3 километра, однако почему-то на финише градоначальник остался без медали. Да, впрочем, главное не медаль, а то, что он уделяет внимание развитию спорта в Кыргызстане. А теперь о печальном известии из Индии. В Нью-Дели нашли мертвой 28-летнюю кыргызстанку и ее годовалого сына. Там она жила с мужем. На теле женщины и ребенка было обнаружено множество ножевых ранений. Упоминается, что женщина была в положении. Полиция Нью-Дели начато расследование. На следующий день МИД Кыргызстана подтвердил данный факт. В настоящее время диппредставительство прорабатывает вопрос о доставке тел погибших на родину, в Бишкек. А теперь немного об авиасообщениях. Стало известно, что рейсы между Кыргызстаном и Россией постепенно приходят к былой частоте. Ближе к 5 октября количество прилетов и вылетов увеличится, а также возобновляются полеты с Бишкека в Дели. Отмечается, что рейсы будут выполнять авиакомпании Air Manas еженедельно по вторникам. На этом у меня все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте в курсе актуальных новостей вместе с Бишкек24. Увидимся на следующей неделе. Всем хороших выходных. Пока.